Да, один там уже выступал. Да, Жигуль, Жигуль, я в Жигуль. Не. Значит, это самое. Значит, нож М390, мастер Евгений Литвин. Это переделанный который? Нет, это уже новый. Ну, кстати, ручечка удобная. Вот молодец, вот слушаешься ты меня, вот молодец, вот умничка прям. Это Вот моя модель. мандель твоя, блядь. Вот. Когда ты научишься вот эстетически делать доллар красиво, чтобы он красиво смотрелся, а не как ложка или яблоко. Работает и... Не, он работает, никто не спорит, но если должна быть эстетика. Вот это для чего такое сделано? Можешь объяснить разумно? Для эстетики. Вот Прокопенков объясняет, что вот эта часть должна быть антивандальная. Он это объясняет. Вот она у тебя не режет. Это антивандальная часть, правильно? Конечно. Молодец. Вот здесь вопросов нет. Так, Я не понял, ты тестируешь или критикуешь? критикую, конечно. Ему же важна критика, а ему что ему тестирование? Дифирамбов ему тут напоют. Тем более, что это лучший мастер современности. Ну, после меня, конечно. Ты голову или опускай, или поднимай. Да. Зажрался. Кто выпрыгнет, то согнется. Кто полголовы идет, то Плов готовим. Ну, вот видишь, не пробивает. Вот. И это законом оправданная конструкция. Согласен, это антивандальный кончик. Но тут есть нюанс. Это ножи стоят не 3 копейки, и они для людей, которые готовы. Женя, ты что, хочешь сказать, что это не подарок? Ну вот видишь, он Почти. встал. Вот кончик. Учитывая мои цены, это подарок. Вот кончик бы желательно бы как-то вот. Ну вот он. А как тушенку вскрывать без кончика такого? Я покажу. У тебя есть тушенка? Давай сейчас вскрою. Или поддевать какие-нибудь. Нет, главное, я Так, вы там еще ножей куча, давайте всеми порежем. Ну, в общем, короче, нож не вызывает отторжений, удобен, ручка отлично, Женя, молодец. Вот только единственное, что вот тебя вот смотри, вот заквадраченная вот эта часть, вот это хорошо заквадраченная часть, а вот здесь наоборот, заквадраченность надо в пальчик вот сюда, вот в эту часть, вот это вот так вот упирается. И здесь надо напильничком аккуратненько вот так вот снимать. На другом сделан, поменьше. Но этот потолще сведен. Да, это прям, слушай, этим можно и деревяшки строгать. Но с другой стороны, смотри как, мини-флекс. И уже как результат. Ты видел? Ты видел? О! А ты помнишь, что тот японец, когда картошка застряла и в толку так, и она не слетает. Это здоровый. Мой размерчик. Wonderful. Throughout of the wall. Но опять ручечку вот здесь, вот тут. Вот это ребро. Вот оно мешается. Мне не мешает. Не идеальненько. Не А есть идеальненько. смысл заводить вот это вот самое вот сюда вот глубже? Ты знаешь, тут вопрос двоякий. Я, например, вот об эти кончики никогда не колюсь. А некоторые люди очень колятся. Им, может быть, есть смысл вот так сделать, а здесь сделать вот Ну, так. как на том. Вот так. Но это мой размерчик. Это Дизайнер сделал. идеально. Идеально.
Вот это вот. Что, красиво. Он похрустывает за счет толщины. Это не важно. Он режет хорошо. Он похрустывает. Понимаешь, тут, понимаешь, как бы это сказать? Нож должен резать. А как он чего? Вот он, видишь, он это все разрезает отлично. А, застрял. Ха-ха. Поэтому и похрустывает. Ну ладно. В общем, короче, на продуктах высотой до 1,5 сантиметров пролетает со свистом. На 4 сантиметрах вот здесь на серединке начинает подклинивать. Но это плата за отвал. Тут либо так, либо так. Короче, все компромиссно. Ну это нож собаки. Чьи собаки? Не собаки, в смысле собака бежала ее ножом. Это по японской классификации нож для мяса. Поэтому я не думаю, что он очень хорошо тут. Нож для картошки. После войны, я еще раз объясняю. Нож картошку чистить вообще? Чистить Ну, я не вот знаю. этим ножом, А что? короче, перепелочный нож. Все, вопросов нет. Господин. Так что там не поймешь, где опыт. С какой стороны, кстати, Это корт Я не знаю. или пичак? Ну, ребра убирай. Ну, что ты, блин? Мне Толкунчик нравится. хренов. Мне нравятся ребра. И что тебе не нравится, блин? У тебя вкус испорченный. не вкус, у него просто нет. Сейчас модно на квадратные рукоять. А вот режет хорошо, слушай. Не, а вот видишь, смотри, как красиво. Ну все, зачет. Все, Жень, это Без комментариев. Это вот. это давай, заверните. Ну это скорее нож разделочный для мяса. Что-то такое для колбасы какой-то. Не, он не филейный. Ну вот по резу вот этот строй наиболее оптимальный из всех ножей. Наиболее оптимальный вот. Но он явно не для морковки, этот нож. Какой? Вот этот? Ну неудобно же. А я на краю стою, у меня ручка вот сюда не заходит, я вот так режу, пожалуйста. Это какую-то тушу разваливать скорее. Для туши он тонкий. Ну, в общем, короче, Женя, вот для вот этих вот ножей, вот этот строй. Вот. То есть вот такой нож, но вот с таким строем. Кстати, Толстый. разумный. Вот этот самый класс. Вот, а теперь перышко не ко мне, чтобы сок не терять. Отлично. Видишь, на краю режу, чтобы вот пальцами не бить по этой самой. А, красава! А, Куда к салу ложи? Клади. ложь! Улаживай, улаживай. Уже уладил. Не, а вот эти мускулы. Так, Игорь, я пока не забыл, вам передаю. Игорь, вот это следующее. Каким ты сказал? Вот этим.
лук-то без разницы, чем резать. Ну, если есть разница, то она вот настолько в ощущениях, которые, блин, я никакому ножу не отдам предпочтения. Мне нравится вот этот, потому что он маленький. Я люблю маленькие ножи. Я большими работать не умею. Но вот этот нож отличный. Просто отличный. Дмитрий, теперь нормальный продукт. Порежь кто-нибудь и сало. В рюкзаке моем сало и спички. И Тургенева. А ты видел, как лук слетает? Смотри. Хоп, все, нету. И Тургенева. Не умею, из чужого потоньше. Он же не дома. Можно и так сказать. Ну, скажем так, не идеальненько. А в хлебе-то чего? Может быть идеальным. Камеру уже летает. Стабилизацию. Надо микрофон как-нибудь убрать. Ты знаешь, вот этот, пожалуй, лучше всех хлеб режет. Скажи, вот тот свиничка мне понравился. Вот этот. Ваня, не бери. Вот Ну, короче, Ваня, не трогай. Не трогай. Давай сало режь. Стратегический продукт. Оставь там лук. Оставь. Вон салфетки. У меня раньше было ноги, что левой рукой сало помазал, и вот все ручки запекал. Сало липнет. Ну, видишь, его отбирать надо. Игорь Ильич, а таких два же Давай другие. Блин, я его потом отмою от вашего сала. Таких же два, да? А я запишу это. Православного. Да. Дмитрич, а вот это сам пяточкой порежь, где карман есть. Далеко не уходи, сейчас обсудим. Ну давайте. Игорь, пяточкой, это кончиком мы уже видели. Не хочу резать пяточкой, я же тебе еще раз объясняю. Вот строй ножа, вот этот вот уход под пятку, вот здесь он висит, в руке баланс вот прям вот под этим пальцем. И хочется им резать подачей Я вперед. хочу посмотреть, прилипает или нет. Тут нет кармана. Вот ты чем режешь, там кармана нет воздушного. Но мне вот нравится именно... Ну и липнет он, и что дальше? Надо попробовать, где карман. Ну на тебе карман, Ну, на. отходит сало. Отходит сало. Вот, видишь, отходит, вот оно. Вижу, что не отходит. Нет, подожди, вот где карман, оно отвалилось. А где кармана нет, вот к этой части, вот оно вот тут вот Поуже присосалось. надо делать. Давай другим ножом. Мы еще не все испачкали. Ну, не тряси меня. Вот этот отваливается, видишь? Вот я тебе о чем и говорю. Это Ну, наш на нож для морковке, сала. на толстой, у него щеки здесь больше, щеки больше. И на толстой морковке он впивался. Но когда чуть усилие дашь, он ее... Это, то есть тут, понимаешь, либо Сведение баланс в толще. это, либо баланс в это. Ничего идеального нету. Ну, кроме меня, конечно. Японцы имеют ножи для каждой операции отдельно. А вот этот нож, наоборот, хочется назад тянуть, понимаешь? У каждого ножа свой строй. Смотри, как тянется. А зато смотри, как сало отваливается. Вот я тебе, Вань, я тебе об этом и говорю, что у каждого ножа свой строй. И он, ну, ничего идеального нету. Вообще отваливается, смотри. Все остальное налипает. Это вообще его здесь издевается над салом. А хорошо режет, смотри как. Ну, надо дамский называть, а не собачий. Не собачий, а собаки. По-японски, Собаки. по-японски означает нож для мяса. Собаки. Да, я знаю, в Украине даже город Саки есть. Или где-то в Крыму, блядь. В Крыму. А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане. Все, порезались? Да? Молодец, Жень, хороший Ты нож. средним не порезал еще.